Ежегодно мы проводим встречу с активом Гагрского района. Традиционно эта встреча проходила в начале курортного сезона, и мы всегда обсуждали вопросы подготовки курортного сезона и так далее. Но в этом году в связи с ситуацией с коронавирусом и теми ограничениями, которые были введены, карантинными мерами, мы встречу проводим сегодня. Поэтому я думаю, что с вашей стороны есть понимание этой проблемы. Дорогие друзья, тема сегодняшнего актива о социально-экономическом положении в Гагрском районе и перспективы развития. Повестка дня состоит из 6 вопросов. По каждому вопросу есть докладчики. Впервые мы такую встречу проводим, поэтому я бы хотел, чтобы она носила живой характер живого общения, поэтому выступающие пусть не удивляются тому, что я им буду задавать вопросы. С вашего разрешения я кратко доложу о состоянии экономики района, которая характеризуется крайне отрицательной динамикой. Совокупный объем производства всех отраслей, а их в районе 10, составил 1 800 000 000 рублей. И по сравнению с полугодием прошлого года снизился на 40%. В абсолютном выражении это миллиард, основными слагаемыми которого явились падение товарооборота, объемов реализации курортных услуг и услуг пассажирского транспорта. Таким образом, полугодовой утвержденный план объемного показателя в размере 3 600 000 000 выполнен только наполовину. Из 220 юридических лиц, включенных в прогноз, производственную деятельность в той или иной степени осуществляли 153 предприятия, а выполнили планы только 22 организации. Снизилась экономическая эффективность хозяйственного комплекса. Недополученные предприятиями оборотные средства в сочетании с постоянными затратами на ведение производственной деятельности либо содержание своих объектов повлекли рост количества убыточных организаций. Так, из 430 юридических лиц, представивших финансовую отчетность по итогам первого полугодия, только 45 имеют положительный финансовый результат. Суммарный убыток по району увеличился в полугодовом исчислении более чем в 2,2 раза и достиг 530 миллионов. Показатель совокупной прибыли, напротив, сократился в 8 раз и составил 23 миллиона на весь район. За 6 месяцев суммарные доходы отрасли снизились по сравнению с полугодием прошлого года на 90%, то есть в 10 раз. По состоянию на 1 августа, я уже говорила, 18 раз. По состоянию на 1 сентября статистика свидетельствует о том, что ситуация меняется немного в лучшую сторону. За август объемы реализации курортных услуг по официально отчитавшимся 55 предприятиям, включая экскурсионные фирмы, составил 198 миллионов. Но это всего лишь менее половины уровня августа прошлого года. Тогда доходы предприятий туриндустрии за август были 406 миллионов. С учетом этого за 8 месяцев разрыв уже уменьшился с 18-кратного до 5-кратного. Ситуация в экономике прямым образом отразилась и на состоянии доходной части бюджета, и на ее исполнении за 8 месяцев. На 1 сентября текущего года собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 123 миллиона, при плане 239, то есть не исполнено 116 миллионов. По сравнению с уровнем 8 месяцев прошлого года поступления снизились на 85 миллионов. Вместе с тем следует отметить, что наибольший разрыв с плановым показателем сформирован как раз по итогам июля. Первое полугодие было завершено с плановым отклонением около 40 миллионов. Кроме собственных доходов, за отчетный период поступили в местный бюджет и межбюджетные трансферты в сумме 76,5 миллионов рублей. В том числе полностью получена плановая дотация из республиканского бюджета в размере 35,5 миллионов рублей, которая была направлена на выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. Из резервного фонда президента республики получены финансовые средства в размере 19 миллионов рублей. Из них 9 миллионов в первом полугодии и 10 миллионов в июле. Эти средства израсходованы также за заработную плату работникам бюджетной сферы, в частности, работникам образования.
В июле из республиканского бюджета был переведен первый транш в размере 22 миллионов, которые были направлены на выплату уже повышения заработной платы работникам образования, здравоохранения, культуры и спорта. Из этой суммы в виде подоходного налога 1 900 000 вернулись в местный бюджет и в порядке софинансирования будут также направлены на повышение заработной платы вышеуказанных категорий работников. Всего в текущем году предусмотрено на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в рамках соглашений РФ и РА 47 900 000 рублей. Наибольшая часть в расходовании бюджетных средств как раз теперь приходится на финансирование заработной платы работников, бюджетников. Так, расходы, связанные с их оплатой, как правило, у нас составляли все эти годы около 50% расходной части. Но вследствие сложившейся ситуации в отчетном периоде изменилась структура расходов, и на финансирование заработной платы было направлено до 76%. А фонд заработной платы бюджетников вырос на 30%. Пришлось существенно сократить финансирование по всем направлениям, кроме оплаты труда. Так, на ЖКХ сокращены ассигнования на 40 миллионов рублей. Реализация всех строительных проектов и капремонтов была приостановлена в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 26 июня 2020 года. Хотелось бы описать ситуацию относительно плановых показателей и фактического поступления налоговых платежей инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия по Гагрскому району за период с 1 января 2020 года по 15 сентября 2020 года. При плановых показателях за 9 месяцев 2020 года в размере 441 557 000 рублей сумма фактических поступлений налоговых платежей на 15 сентября 2020 года составляет 200 039 000 рублей. Отставание от плановых показателей составляет 241 518 000 рублей. Процент выполнения составляет 45,3%. За аналогичный период прошлого года при плановых показателях в размере 473 412 000 рублей сумма фактических поступлений налоговых платежей составила 299 017 000 рублей. Отставание от плановых показателей составило 174 395 000 рублей. Процент выполнения составлял 63,1%. Хотелось бы отметить, что отрицательная разница в суммах налоговых поступлений обусловлена поздним началом курортного сезона в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Так, в 2020 году за период с мая по август сумма налоговых поступлений сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 105 437 000 рублей, что негативно сказывается на выполнении плановых показателей за 9 месяцев 2020 года. Также стоит отметить, что несмотря на начало курортного сезона с 1 августа, уплата налоговых платежей по итогам августа производится на основании отчетов, предоставляемых налогоплательщиками в сентябре. Соответственно, и поступление налоговых платежей также осуществляется в сентябре текущего года. Именно это позволяет нам вывести уровень поступлений налоговых платежей за сентябрь текущего года к уровню поступлений платежей за аналогичный период 2019 года, при условии дальнейшего благоприятного развития курортного сезона. Однако, в связи с серьезным сокращением длительности курортного сезона в 2020 году, мы можем столкнуться с существенным сокращением прибыльности предприятий по итогам 3-го и 4-го квартала 2020 года, что приведет к серьезному отклонению в части поступлений платежей по налогу на прибыль и другим имущественным налогам по сравнению с поступлениями 2019 года. Данный факт крайне негативно скажется на исполнении плановых показателей за 2020 год. Особую сложность представляет несвоевременное предоставление налогоплательщиками отчетов, в частности, несвоевременное предоставление отчетов по загрузке в средствах размещения налогоплательщиками, осуществляющих деятельность в санаторно-курортной сфере. Инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия по Гагрскому району применяются и будут применяться меры воздействия, предусмотренные законодательством Республики Абхазия в отношении данной категории налогоплательщиков, в частности, блокировка счетов, а также проведение налоговых проверок с целью выявления фактической загрузки в средствах размещения.
Следует отметить имеющуюся проблему по взысканию задолженностей по налоговым платежам у организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия по Гагарскому району. Общая сумма задолженностей по налоговым платежам по состоянию на 15 сентября 2020 года составляет 227 миллионов 987 тысяч рублей. В том числе задолженность по текущим начислениям налоговых платежей составляет 16 миллионов 657 тысяч рублей. Задолженность, образовавшаяся за предшествующие налоговые периоды, составляет 211 миллионов 330 тысяч рублей. В отношении данной суммы задолженности инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия по Гагарскому району предприняты меры по бесспорному взысканию налоговых платежей. Также ведется работа по направлению материалов по данным задолженностям в службу судебных исполнителей Республики Абхазия для принудительного взыскания имеющейся задолженности по налоговым платежам. В соответствии с приказом министра по налогам и сборам Республики Абхазия за номером 116 от 6 августа 2020 года была проведена сплошная инвентаризация объектов предпринимательской деятельности совместно с администрацией Гагарского района, по результатам которой выявлено 645 объектов предпринимательской деятельности, не состоящих на налоговом учете в МНС в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия по Гагарскому району и, соответственно, не уплачивающих налоговые платежи. По итогам инвентаризации ведется работа по постановке на налоговый учет выявленных объектов предпринимательской деятельности. В случаях отказа от постановки на налоговый учет инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия по Гагарскому району будут формироваться материалы для последующей передачи в правоохранительные органы по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Если сегодня выступает начальник налоговой инспекции, докладывает о том, что есть проблемы текущего характера, есть проблемы, которые носят, скажем так, более глубокий характер, из года в год передаются. Почему бы в этом совещании не должен был принять участие представитель службы судебных приставов? Кто-то может мне объяснить? Может, ему не интересно работать? Тогда мы этот вопрос быстро решим. В следующий раз на таких совещаниях все руководители должны быть представлены. За отчетный период сотрудниками УВД по Гагарскому району была проведена работа по борьбе с преступностью и повышению уровня раскрываемости преступлений. Было зарегистрировано 83 преступления, из которых раскрыто 51. Процент раскрываемости составил 61,4%. Количество тяжких преступлений составляет 43, из которых раскрыто 23. Процент раскрываемости 53,5%. Из общего количества преступлений зарегистрировано убийство с покушением 1, не раскрыто, против 4 прошлого года, раскрыто 3. Кражи личного имущества 28, из которых раскрыто 8, против 28 прошлого года, раскрыто 17. Грабежи 2, раскрыто 2, против 7 прошлого года, раскрыто 6. Разбой 3, из которых 2 раскрыто, против 3 прошлого года, раскрыто 3. Хулиганство 2, не раскрыто. Тяжкие телесные повреждения 2, не раскрыты. 20 фактов незаконного оборота наркотиков, которые все раскрыты. Против 27 прошлого года раскрыто 26. Незаконное ношение и хранение оружия 13 фактов, которые 8 раскрыты. Против 14 прошлого года раскрыто 13. В городе Гагра за текущий период было зарегистрировано 32 преступления. Из них раскрыто 14. Раскрываемость составила 43,7%. Количество тяжких преступлений составляет 20 единиц, из них раскрыто 7. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 56 преступлений, из них раскрыто 48. Процент раскрываемости 85,7%. На территории обслуживаемого Цадревским ОВД зарегистрировано 17 преступлений, из которых раскрыто 15. Раскрываемость составила 88,2%. Количество тяжких преступлений составляет 9 единиц, из которых 7 раскрыты. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 19 преступлений, из них раскрыто 17. Процентная раскрываемость составила 89,4%. Тяжких преступлений 4 единицы за прошлый год, из которых было раскрыто 3. По городу Пицунда зарегистрировано 28 преступлений, из которых 18 раскрыто. Раскрываемость за отчетный период составила 64,3%. Количество тяжких преступлений составляет 13 единиц, из которых 9 раскрыто.
За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 23 преступления, из них раскрыто 17. Процент раскрываемости составлял 74,7%. По Бзыбскому УВД за отчетный период зарегистрировано 6 преступлений, которые раскрыты 4. Раскрываемость 66,7%. Количество тяжких преступлений составляет 2 единицы, из которых одно раскрыто. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 17 преступлений, из них раскрыто 16. Процент раскрываемости составил 94%. Службой УМ за отчетный период было составлено 122 административных протокола. По линии службы ГАИ Гагрского ОД составлено 7455 протоколов. Выявлено 430 водителей, управляющих автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Сумма штрафов составила 3 977 000. За аналогичный период прошлого года было составлено 3955 протоколов. Выявлено 258 водителей, управлявших автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. В инспекции по делам несовершеннолетних за текущий период на учете состоит 10 несовершеннолетних детей. Также хочется отметить, что УВД по Гагрскому району тесно сотрудничает с администрацией города и также выражает благодарность главе администрации Хагуш Юриловичу о оказании помощи в приобретении оборудования для видеонаблюдения по городу, которое будет в ближайшее время установлено. Сколько дел в производстве следственного дела сейчас? В настоящее время? В настоящее время 23 уголовных дела. 23 уголовных дела. Значит, в ОУРе сколько человек служит? В ОУРе служит 11 человек. А должно быть сколько? 13. То есть я понимаю картину таким образом. В целом по МВД некомплект какой, Дмитрий Сергеевич? По МВД. Максимум в данный момент 1550 человек, некомплект 350 человек. Ну, тут ситуация чуть получше в Гагре, так я понимаю, да? В Гагре всегда получше ситуация. Проблемы назовете в деятельности УВД. Чем центральный аппарат Министерства внутренних дел может вам помочь и в целом государство? Нормально. Больница на 220 коек. Имеются все отделения. В связи с появлением карантина с марта месяца эта больница перешла на карантинную службу. Она принимает в основном всю экстренную службу. А плановые больные отправляются в республиканскую больницу. Теперь, что касается скорых помощи. Значит, мы ввели для суточного дежурства, ввели по району 4 скорые помощи. Из них 2 скорые помощи на территории Гагры. Одна машина обслуживает только всех температурящих больных, которых завозят к нам, куда укладываются в изолятор, после чего, после проверки этих анализов на коронавирус, ИКТ отправляется, если коронавирус подтверждается, в Даутский госпиталь. Теперь, что касается вторых машин, вторая машина обслуживает, значит, всех соматических больных города Гагра. И 2 машины, одна пицунская, обслуживает город Пицунду, и вторая машина, значит, обслуживает Сандрибскую зону. Теперь, что касается коллектив, конечно, с марта месяца, как появилась, граница была закрыта, она выполняет особый режим. Наши сотрудники до августа месяца находились на службе на границе, где все, которые проходят, проверяли температуру, кто температурующий, они всех привозили в нашу больницу. Если это иностранные граждане, они обратно отправляли. И только в марте месяце открыли. За этот период еще на Бзыбском посту был организован пост круглосуточный, который обслуживали сестры. И карантин, как в Гудаутах, главный госпиталь, по графику мы обслуживаем. Значит, сейчас в связи с увеличением количества больных, значит, в сутки на неделю ездят у нас
4 медсестры, 2 врача, 2 санитарки, плюс реанимационная бригада. Ну, насчет кадров ужасающее положение. У нас в больнице единственный один анестезиолог. Он круглосуточно не работает, потому что человек подряд не может. Мы его вызываем на операцию, он дает наркоз и уходит. Больше у нас раньше было по договору между Министерством здравоохранения Республики и Российской Федерации. К нам приезжали реаниматологи, которые дежурили по месяцу. Мы оплачивали за питание и проживание, а так остальную помощь оказывала Россия. Но в связи с эпидемией, которая в Азербайджане случилась, вот эта служба вся перешла в Азербайджан, и поэтому с ней вот сейчас они приехали, в Гудаутах находятся, поэтому вот эта служба самая тяжелая, потому что бывают много, ну, аварии, конечно, намного уменьшились, ну вот привозят, и реаниматолога нет, приходится, значит, сопровождать их в Сухуми, в реанимационное отделение. Теперь, что касается штатного расписания. Из 90 по штату положенных людей у нас всего 60. Людей нет. Ну, медсестра есть, а людей, врачей нет. Поэтому вот такая ситуация, приходится людям дежурить, и начмед, и главврачи, все дежурят. Некому дежурить. Теперь, что касается, значит, коронавируса. Коронавирус, на самом деле, впервые, когда он у нас в Гаграже начался, все начали мероприятия проводить противокарантинные мероприятия. Служба, дезинфекция, каждый день больница обрабатывается дезинфекцией, делают дезинфекцию, значит, пробы берут. Теперь, что касается изолятора. Вот у нас инфекционное отделение еще при Александре Золотинсковиче было сделано инфекционное отделение на 20 коек. Нормальное отделение, только единственное, там, я извиняюсь, один туалет. А боксированные палаты, в боксированных палатах должны там отдельные туалеты. Вот мы их всех, вот этих температурщиков, привозим в эту палату, наблюдаем. И после ответа, когда приходит положительный коронавирус, мы их отправляем. А в связи с последними задержками, там дня 4-5, у нас 3 человека лежало, а ответ мы не получали, они у нас находились. Поэтому, конечно, всех сотрудников, которые обслуживали, это сестры, это дежурные врачи, все посланы на самоизоляцию. Поэтому людей практически нет. Там контакт. Во-первых, в городе очень много, значит, больных. Они стесняются обращаться в больницу. И это не позорно, я не знаю, почему они не приходят. Не приходят проверить анализы. Нет, вы смеетесь, я серьезно говорю. Потом вот с семьями, вот те, которые люди приезжают с той стороны, у них коронавирус подтвержденный. Они никому не говорят, выходят, потом скандал поднимают, а потом, когда заболеют, и начинают возмущаться. В городе очень много, ну, которых не обследованы, они без жалобы не делают, не предъявляют. Есть горячая линия, по которому каждый вечер до утра работает служба. Звонят, объясняют, они должны прийти на прием или адрес назвать, чтобы скорая поехала, обследовала. Значит, в плане вот этих костюмах, которые на дом выезжают, все у нас есть. Поэтому вот такая служба очень тяжелая, люди не хотят говорить. Теперь, что касается штатного расписания. Врачей, я вот повторяю, практически нет. В Цандрипше, ну там поликлиника она называется, там всего 1,5 врача. Значит, ставка главного врача и полставки этого, терапевта. И 1 детский врач, когда там должно быть 6. Пицунская больница. Сегодня главный врач
полставки хирурга имеет, потому что Алла Семеновна в отпуску, и плюс Макалатя как терапевт. А там должно быть 6. Поэтому вот такая ситуация. Я благодарен, конечно, администрации, потому что вот эти 2 бригады, которые ночью выезжают, вот это особенно карантинная служба, она обслуживает, начиная с Гантяди, Бзыпи, и некоторые люди даже выезжают в Колдахвару, у кого температура поднимается, это в форме же они ездят. Вот такая служба. Администрация, слава богу, помогает. Они как позвонишь, бензин, трата бензина громадная. Потом эти отдыхающие, которые приезжают, хотя их в малом количестве, но они обращаются. Ну, они отдыхают, конечно, на отдыхе, малейшее что-то перелом, они перевезите нас на ту сторону. Теперь вот условия, которые немножечко улучшились в плане чего. У нас договор есть, ну как договоренность есть с 4-й больницей. Все вот это коронарные больные, которые с инфарктом поступают, в первые сутки, если ты выявил коронавирус, не коронавирус, уже на этом коронавирусе, можно делать стенды ставить. Мы созваниваемся с заведующим отделением, с главным врачом, и больных госпитализируем туда. Особенно если есть загранпаспорт, через Министерство иностранных дел, с справкой его госпитализируем туда. И очень много, кстати, спасенных жизней от инфаркта. Теперь, что касается вот этого штатного расписания. Штатное расписание на самом деле есть, но людей нету. Я не знаю, как дальше быть. Бывают родственники, на самом деле, с возмущением приезжают, вот аварийную какую-то привезут, реаниматолога нет, начинают они выступать. Где их взять, я не знаю. Ну, потом кто-то придет в 4-кратном размере, он получает зарплату. Он, да, вызывающий, он приходит, наркоз дает. Потом бывают такие случаи, когда мы всю жизнь детей оперировали, и мне приходится, он говорит, я ребенку не дам наркоз, мне приходится это отправлять в Сочи. Это я не знаю, как, что. Неоднократно я обращался в в республиканскую, чтобы у них тоже реаниматологов нету. Я не знаю, как этот вопрос решить. Сейчас на старости лет жаловаться не могу, но приходится. Вот такая ситуация. Потому что люди любят писать, там, вот пишут, а на самом деле практически чем? Вот людей, вот сейчас инфекционная... Да, вот инфекционная сейчас на самоизоляции. Вот те, которые контактировали с этими инфекционными больными, они ушли. Оттуда приходится с других сторон снимать их, и вот там и заведующие все дежурят, и начмеды дежурят. Вот такое безвыходное положение. Слава прав. Конечно же, число единиц штатных в Гагарской больнице незначительное. В целом по Абхазии, если говорить о сетке потребностей, нам еще нужно 220 врачей и примерно 700 медсестер. Но несмотря на это, гагарский коллектив, если вот отслеживать годы, то по году принимает до 4000 больных, проводит от 400 до 500 операций. И при всех тяжелых условиях этот коллектив достойно работает. Конечно же, то, что есть, этого явно недостаточно. И сейчас сумасшедшие нагрузки и на Министерство здравоохранения, и на Гагарскую больницу. Но для того, чтобы нам улучшать ситуацию, нам надо больше зарабатывать собственных денег. То, о чем говорилось в вопросах президента страны, руководителю налоговой службы и другим службам. Сегодня у нас подведомственных учреждений 18 в районе, 17 из них полные школы, 1 неполная школа, 6 дошкольных учреждений, 3 ДЮСШ и 1 художественная студия. Я бы хотела отметить, что 6 детских садов в нашем районе недостаточно для того, чтобы охватить всех детишек дошкольным образованием. Это тема, которая часто обсуждается и в социальных сетях, и на всех уровнях в руководстве нашего района.
У нас в Пицунской зоне один садик уже задействован, другой у нас только готовится к открытию, там много проблем для того, чтобы он возобновил свою работу. 2 дошкольных учреждения на Бзыбе и 1 в Цандрипской зоне. Непосредственно в зоне города у нас всего 2 садика, и поэтому очень много заявлений остаются у нас рассмотренными, но дети не могут быть охвачены дошкольным образованием. Поэтому я бы хотела попросить, чтобы по возможности хотя бы 1 детский сад был еще включен в инвестпрограмму, и в городе у нас желательно, чтобы это был тот детский сад, который находится на Фонтане, потому что к нему территориально прилегает большой район Гагарского района, Кемпинг, Псахара, Колхида. Я думаю, что очень много детей ждут открытия еще одного дошкольного учреждения в центре города. Говоря о подведомственных учреждениях и о дефиците дошкольных учреждений, я хотела бы остановиться на инвентаризации подведомственных учреждений отдела образования. В 2017 году, когда я была назначена на эту должность, я уже поднимала этот вопрос. Мы договаривались, что он будет решен в дальнейшем. Но на сегодняшний день этот вопрос также актуален. Еще в 1995 году на территории Гагарского района было 32 детских сада в реестре. На сегодняшний день, в 2017 году, я смогла посетить и увидеть там, где располагались наши детские сады, всего 12 объектов. То есть из года в год уменьшается наш реестр, мы теряем из списка отдельные наши подведомственные учреждения. В основном это касается именно те здания, участки, на которых были расположены дошкольные учреждения. Если в дальнейшем у нас появится желание, возможность и поддержка нашего руководства, чтобы открыть еще несколько садов, я боюсь, что мы столкнемся с проблемой отсутствия территории, на которой этот детский сад может быть построен и открыт. Но хотелось бы отметить, что в Гагарском районе нет спортшколы, здания. Дети наши на сегодняшний день занимаются по району, кто-то в санаториях занимается, в залах, предоставленных другими учреждениями на территории школ. Но мне кажется, что если бы у нас была бы централизованный большой спорткомплекс, тогда мы смогли бы охватить большее количество детей дополнительным образованием. Последние 5 лет, что я работаю в отделе образования, я знаю, что у нас нет штата медсестры при наших общеобразовательных учреждениях. Более 5 лет назад нам наша городская больница представляла 0,5 ставки для медсестер, которые находились в школе, но так как эта сумма составляла порядка 2500, им доплаты производились с родительских взносов непосредственно уже в школах. Но эти родительские взносы, слава богу, уже давно позади, мы к ним не хотим возвращаться, но и за 2500 мы не можем привлекать на целый день медперсонал, медсестру, которая могла бы помочь нам обеспечить все предписания санэпидемстанции и нашего Министерства просвещения, которое закрепило это приказом. Поэтому я бы хотела, чтобы оказали содействие в том, чтобы открыть при каждой школе штат с окладом не менее, чем у психолога и логопеда. Только имея оклад в пределах 8000, мы сможем разговаривать с людьми, привлекать их к тому, чтобы они находились на территории школы с 8:30 до конца рабочего времени. Но основной проблемой, я все-таки считаю, это бесконтактные термометры, которые нам даже в количестве 1 термометра на одно подведомственное учреждение будет недостаточно, потому что у нас контингент школ, более 10 школ имеет контингент от 400 до 800 учащихся, поэтому на каждую школу по 2-3 термометра необходимо. Нам организация ЮНИСЕФ представила, на каждый садик дала по 1 термометру бесконтактному, из 6 2 уже не работают. Следовательно, они тоже имеют какой-то свой ресурс, который, в принципе, не выдерживает единовременно такое количество, наверное, измерений. Поэтому в этом вопросе для исполнения всех предписаний, норм и приказов нам необходима помощь руководства.
И относительно УЕФО-рециркуляторов тоже недалеко у нас осенне-зимний период, который обеззараживает воздух. Мы посчитали количество финклассов, административных кабинетов. Более 400 кабинетов у нас получилось. Это сумма рециркуляторы стоимостью не менее 10 тысяч. Согласно квадратуре наших подведомственных учреждений, это достаточно большая сумма, насколько это будет возможно осуществить. Хотелось бы обратить внимание на исполнение бюджета относительно отдела образования. За 3 года, что я возглавляю отдел образования, я наблюдаю такую картину. Если исключить фонд заработной платы отдела образования, то все остальные статьи по содержанию наших подведомственных учреждений из года в год они становятся все меньше и меньше. Если мы подаем заявку в августе месяце на одну сумму, то в бюджет принимают 50% от заявленной суммы. Но и из этих 50, которые были утверждены бюджетом, исполняются процентов на 30. Поэтому я бы хотела обратить на это ваше внимание тоже. За 3 года моей работы за отделом образования остались долги, которые из года в год переходили. В этом году мы какую-то часть закрыли, но сумма все равно не маленькая. За коммунальные услуги отдел образования должен порядка 340 тысяч. Перед Черноморэнерго у нас задолженность 1 миллион 376 тысяч рублей. По фондам отдел образования имеет задолженность 7 миллионов 160 тысяч рублей. Мы переживаем за это, потому что рано или поздно это нужно будет закрывать. Сегодня, безусловно, вся вот эта ситуация, которая связана с пандемией, она держит нас в каком-то напряжении. Закрывать школы или переходить на онлайн-образование – это категорически недопустимые меры. Мы сегодня технически не подготовлены для того, чтобы от традиционного образования переходить к онлайн. Безусловно, использовать онлайн-обучение в нашей работе мы хотим, мы будем. Но к этому надо шаг за шагом подходить. Нужно обучать наших педагогов, нужно оснащать наши школы, классы. И в этом нам нужна большая поддержка. Я правильно вас понял, Мадина Аликовна, что не в каждой школе у вас есть термометр? Ни в одной школе, Аслан Георгиевич, у нас нет термометра, потому что он в свободном доступе не продается. Мы сегодня пользуемся ртутными термометрами. Скажите, а это допустимо пользоваться ртутными термометрами для детей сейчас? Это возможная ситуация или нужно бесконтактное? Лучше бесконтактное. А проблема в чем? В деньгах или их не хватает в принципе? Финансы. У нас 100 школ по Абхазии, 500 тысяч в Абхазии можно изыскать на эти нужды? Я думаю, мы давно уже это представили, это вопрос решен. 25 числа в школах, в каждой школе, чтобы были термометры. Изыщите где хотите, и деньги, и термометры. За неполных 5 месяцев было принято и выслушано 656 граждан. Многим из них удалось уже помочь в решении тех или иных проблем. Принято и рассмотрено 253 заявления об оказании материальной помощи. 246 граждан получили материальную помощь в сумме 3 миллиона 158 тысяч рублей. Как было озвучено ранее представителями налоговой инспекции, в целях прозрачности, деятельности и взаимодействия было принято совместное решение о проведении инвентаризации объектов налогообложения в Гагринском районе. В состав рабочей группы вместе с сотрудниками Министерства по налогам и сборам Гагринской налоговой инспекции вошли и работники администрации во главе с заместителем главы администрации Гагринского района Алхасом Барцис. Были выявлено большое количество объектов, 645 объектов. Многие люди не понимают, что бюджет 421 миллион, и он формируется с тех налогов, что зарплаты учителям мы выплачиваем с этих налогов. И люди не хотят платить налоги. Вот Аслан Георгиевич сегодня задал вопрос. Я уверен в том, что он знает эти объекты, которые не платят, этих предпринимателей. Я отвечу, Аслан Георгиевич. Мы с ними беседовали, приглашали их. Я лично общался со всеми людьми. Мы им дали шанс на исправление. До конца года определенные долги будут погашены, остальные долги перейдут на 2021 год. Со многими еще предстоит беседовать. Основной доходной частью бюджета Гагринского района является туристическая отрасль. Выполнение годового плана налоговых сборов составляет 46%.
Конечно же, этот год будет с огромными потерями. Этим потерям есть объяснение. Но как объяснить неисполнение местного бюджета по доходам за последние 3-4 года? К примеру, невыполнение местного бюджета по доходам в 2017 году составило 122 миллиона рублей. В 2018 году 84 миллиона рублей. В 2019 году 42 миллиона рублей. Хочу подчеркнуть, пандемии в те года не были. В Республике Абхазия Гагринский район является одним из крупнейших районов с огромным экономическим потенциалом. Республиканский бюджет датирует депрессированные районы Абхазии. Недоимки по налогам, сборам Гагринского района сказываются на объемах дотаций других районов и городов страны. Гагринский район на сегодняшний день это единственный район в Абхазии, куда приезжают туристы. 70% мы принимаем туристов. И последние 5-6 лет Гагринский район стал дотационным. Для меня это загадка. Я вам зачитаю список организаций, их задолженности на 1 мая 2020 года. МУП «Комбинат по благоустройству». По налогам 14 миллионов 175 тысяч задолженность. Соцналоги, небюджетные фонды 21 миллион 467 тысяч рублей. Задолженность по заработной плате 4 миллиона 366 тысяч рублей. Расчеты поставщикам и подрядчикам 1 миллион 380 тысяч рублей. Итого общая сумма задолженности всего лишь одной организации составляет 37 миллионов рублей. Управление городским хозяйством УГХ. Общая кредиторская задолженность 17 миллионов 233 тысячи рублей. Водоканал города Гагра. Это больная тема для горожан и всего района Гагринского. На наш бюджет мы не сможем выполнить какие-то работы, чтобы исправить все проблемы, то, что связано с водой. Мы с Кристиной Константиновной будем проводить совещание в ближайшую неделю. На 2021-2022 год по инвестпрограмме были заложены сметы на проделать работы по водопроводу. Сумма кредиторской задолженности 8 миллионов 800 тысяч рублей. Это в водоканале. Жилищно-эксплуатационное управление, кредиторская задолженность 1 миллион 988 тысяч. Объединенная абонентская служба, кредиторская задолженность 347 тысяч рублей. А эта сумма задолженности непосредственно администрация Гагринского района должна селам, городу Пицунды, районному отделу образования, телевидению, газеты «Гагринский вестник», вневедомственной охране, спорткомитету, автотранспортному предприятию, центральной районной больнице за медикаменты, различным ресторанам за банкеты 13 миллионов 689 тысяч рублей. Из этой суммы уже было погашено порядка 7 миллионов рублей за эти неполных 5 месяцев с учетом всем известных сложностей. По проведенной проверке финансовой и хозяйственной деятельности Контрольной палаты Республики Абхазия, Управления городского хозяйства и финансового отдела администрации Гагринского района были выявлены значительные нарушения. Как указано в актах, акты были переданы в Генеральную прокуратуру. По ним ведется надзорная проверка. Общий объем финансирования на развитие автодорожной сети, модернизация электрических подстанций Гагринского района, развитие города Гагра как курортно-туристического центра составляет 1 440 миллионов рублей. Когда мы пришли работать, в хозяйстве было 2 машины, исправные, которые ездили, вывозили мусор. На сегодняшний день мы исправили еще 4 машины, но они каждые 2 дня ломаются, машины старые. Над этим вопросом мы работаем, в ближайший месяц, я думаю, мы эту проблему решим. Что касается по водопроводу, тоже беспокоит наше общество. В ближайший год-два, я думаю, этот вопрос мы тоже будем закрывать. Абсолютно прав глава района. Дотации Гагрскому району неуместны. Дотации уместны Тхварчалу, Ачамчирскому району, Сухумскому району. Это точно, вы не будете спорить, и вы точно так считаете. Но почему? Еще раз повторяю, мы не хотим заглянуть в себя.
В прошлом году, опять я ссылаюсь на Юрия Львовича, не было коронавирусной инфекции. Вам, уважаемые гагрцы, физическим лицам, я обращаюсь и к каждому сидящему здесь, и к тем, кого нет. Было начислено почти 65 миллионов рублей. Эти деньги надо было заплатить за лампочку Ильича. Мы с вами заплатили примерно 28-27,5%. Кто будет платить остальное? Повторяю, не было коронавируса. Сейчас показатели еще хуже. Можем сослаться на коронавирус. Почему систематически Гагрский район не выполняет, пользуясь советскими терминами, планы по налогам и сборам? Сегодняшняя Гагра – это не Гагра десятилетней давности. Это другая Гагра. Этому можно только радоваться, и нужно, и мы это делаем. Но не будет никакой электроэнергии, не будет никакой воды, не будет дорог, не будет зарплат у учителей, у медиков, если не будут собираться налоги. Гагра уже выросла из 400 миллионов. Аслан Георгиевич поставил конкретную задачу. Работа налоговой службы должна быть видна реально. Я с уважением отношусь к тем, кто старается и делает, и мы все вместе. Но налоговая служба и другие фискальные органы должны оправдывать свой бюджет. Сегодня Гагра подошла уже к такому рубежу, когда район Гагрский, вы, уважаемые гагрцы, тут друзья наши сидите, мы с вами прожили, если говорить о моем поколении, достаточно большую жизнь. Вы можете собирать спокойно 1 миллиард рублей, но до тех пор, пока отдыхающий будет моим личным гостем, до тех пор, пока гостиница – это мой личный гостевой дом, Арцисасчороб, Арасарапара Сырхадзом, мы будем жить вот так. И позиция президента страны в этом неуклонна. Мы часто обсуждаем эти темы. Мы должны реально отдать стране то, что есть. Не беспокоить людей, дать возможность заработать деньги, дать возможность построить мини-гостиницы, отели, дома отдыха. И слава Богу, это произошло. Но статистическая отчетность за 9-10 лет говорит о другом. Мы не киваем никуда назад и не называем ничьи фамилии абсолютно, потому что это наша общая абхазская проблема. У нас очень много структур, где никак в здравоохранении не хватает людей, надо добавить. Нам придется серьезно сокращать, оптимизировать. Придется это делать для того, чтобы уравновесить перекосы. Давно убежден в том, что жить в Гагре – это просто прерогатива. И большое счастье в этом замечательном городе иметь возможность трудиться, отдыхать и работать. Это факт. Инвестпрограмма 2020, 2021, 2022 годы, объем ее 4,5 миллиарда рублей, 32% инвестпрограммы – это мероприятие, которое реализуется в Гагрском районе. Так, чтобы было понятно, сумма 1 миллиард 430 миллионов рублей. Это говорит о том, что о Гагре заботятся, к примеру, не в порядке жалобы, а в порядке информации. В рамках этой инвестпрограммы на Очимчирский район отпущено всего 221 миллион рублей или около 5%. Разницу вы чувствуете. Но я к чему об этом? Деньги, которые не собирают здесь налоговые службы, которым должное внимание не оказывают правоохранительные органы и служба судебных приставов, я об этом говорю специально, обозначаю тех, кто будет за это нести ответственность. Никто не собирается их забирать куда-то. Эти деньги могли бы быть потрачены здесь на приобретение тех же термометров и на решение других проблем. Поэтому мы будем вынуждены принимать непопулярные меры в этом направлении.
должен быть обеспечен порядок в плане учета налогоплательщиков и взимания этих налогов. Коллеги из правоохранительных органов, вы или запоминаете, или пометки делаете. Так не получится не видеть и не слышать. Мы так дальше не продвинемся. И если не будет изменений в ближайшее время, мы начнем с того, что будем менять руководителей. В первую очередь это будет касаться правоохранительного блока. Период, в котором мы с вами пробываем, он очень сложный. Объективности ради надо отметить следующее. Не случилось на сегодняшний день экономического чуда в Абхазии. По разным причинам. Я тоже не собираюсь кивать в прошлое, но реальность такова. Нам нужно будет исходить из того, что внешняя помощь, на которую мы рассчитываем, безвозмездная внешняя помощь, она не будет носить масштабного характера. Нам надо будет подумать о том, как мы сами начнем зарабатывать деньги. Я, возможно, даже оговорился в слове масштабного характера. Внешняя помощь российская, в частности, носит масштабный характер. Но этого мало. Повышение заработной платы основных категорий бюджетников в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта. На это было потрачено за последние 4 года 1 миллиард 440 миллионов рублей. Помощь Российской Федерации составила 1 миллиард 40 миллионов, 78%. А мы сделали только 22%. Мы будем вынуждены часть наших активов, если мы хотим жить богато, поменять на другие активы. По-другому экономика не развивается. Мы в свое время обещали, что наши крестьяне будут иметь возможность вывозить свою продукцию в Российскую Федерацию, и мы дали слово, что мы минимизируем затраты, связанные с перевалкой цитрусовых на границе. Это поручение будет дано правительству уже в письменном виде. Можем считать, что сегодня это произошло. И в ближайшие 2 недели, Кристина Константиновна, вопрос надо будет изучить всесторонне и подготовить предложение. А правоохранительным органам и Государственному таможенному комитету эти предложения реализовать в полной мере. Люди хотят справедливости. И люди хотят, чтобы те, кто злоупотребляет государственными деньгами, были справедливо наказаны. Работайте вперед. Те, кто не понимает правового языка или не хочет руководствоваться методом убеждения, в отношении них применяйте меры государственного принуждения. Виктор Сергеевич, мы часто по этому поводу говорим. Поддержка со стороны государства имеет место быть? Абсолютно. Да. Кто-нибудь когда-либо вам звонил, говорил, не преследуйте тех или иных, приостановите какие-то процессы. Было такое? Не раз. Что скажет по этому поводу генеральный прокурор? Было такое когда-нибудь? Тогда надо будет молодым, образованным, перспективным ребятам доказать свою профессиональную состоятельность. Люди ждут от вас результатов. Иахьа ауаа зыргәамҵәо зегь раԥхьаӡа иргылан ҳәа изԥхьаӡо ауаа ирҭаху уара аӡы ҳамам аӡы шьыжьымҭан сааҭ уаха сааҭ ажәлар зыргәамҵәо убриоуп. Вода нужна. Если так дальше пойдет, останетесь без воды. Говорю это прямо. И никакого курорта нет. Я предлагаю организовать главе района экскурсию на те места, которые были сделаны, где стояла техника высочайшего уровня, моторы, пульты управления. Где это все? Это что, коронавирусные диверсанты сделали? Вот какая ситуация случилась. То, что это надо делать, это факт. Надо делать срочно, и такая работа ведется. Я уважаю тот выбор, который сделали большинство жителей нашей страны, проголосовав за вас. Но в период предвыборной кампании вы не очень себя хорошо чувствовали. Вот первый вопрос у меня по поводу вашего физического самочувствия. Не знаю, что может быть критерием состояния здоровья. Ну, вот я через день занимаюсь такими видами спорта. Я живу в резиденции официальной.
чтобы подняться и спуститься, это 1950 метров. С утяжелителем я делаю 3 круга, то есть примерно 6 километров. 100 раз приседания, 3 подхода. 3 подхода. 100 раз отжимания на кулаках, 3 подхода. Дальше, это один день. Другой день, 2 километра проплываю. Можем вместе с вами попробовать и удостовериться в справедливости сказанных мной слов.